что ж, поехали прокатимся на один из заказов. Время 10:30 утра. Начальный пробег у нас 894,2 мили. Поехали! С одной стороны, ездить по местным дорогам и развязкам – одно удовольствие. Но с другой стороны, это большие расстояния практически для каждой поездки. И полнейшее страдание и унижение, если ты вдруг оказался здесь пешеходом. Заказ, конечно, не фонтан, потому что ехать до него далеко. Но я отношусь к этому как к помощи людям и небольшой подработке. Ха-ха, Тесла с велосипедом. Вау. Все экологичное, короче. Полностью экологичный транспорт у семьи. Так, подъезжаем на локацию. Естественно, в частном секторе. Где-то здесь. Где-то здесь нас должны сейчас ждать. А очередной бесплатный диван, найденный на просторах Facebook Marketplace. Это мне в Америке, в Калифорнии, в Сакраменто очень нравится. Ну, это такая классная помощь тебе поначалу, как мигранту, на первых твоих этапах, на первом жизненном пути. Это очень важно и ценно. 11:30, все погружено, закреплено. 906,3 мили сейчас. Выезжаем с точки сбора, с точки погрузки в точку назначения. Конечно, помогаю я не только как перевозчик, но и как грузчик. Так, время 12:20, еду домой, закончили. На самом деле закончили разгружать быстрее, но стояли, болтали. Как с хорошими людьми не поболтать? Поэтому в любом случае, что получается здесь с этой подработкой, прямо так считать грубо по часам. Если считать грубо по часам, то, конечно, экономика перевозок так себе. С другой стороны, во-первых, что меня мотивирует? Помогаешь людям. То есть вот я человеку помог, я, учитывая, что разболтались хорошо, я уверен, что ему все и понравилось, и со мной было приятно, как с человеком. Ну, помог, да, и, соответственно, за небольшие деньги. Так, это раз. Первое то, что помочь. Второе то, что знакомство, новое знакомство. А как? Адаптироваться надо. Новый континент, новая страна, новых людей. В любом случае надо. В любом случае нужны новые люди, новые знакомые. Так что примерно так. Сейчас доеду до дома, все четко посчитаю, сколько миль вышло, сколько потратили, грубо говоря, на бензин, сколько заработали. Эх, сейчас проверяю весь инструментарий, и нет второй перчатки. А перчаточки у меня были дорогие, где-то за 10 баксов примерно. Но, короче, куда-то вторая перчатка потерялась. Ладно, придется покупать новую. Так, давайте подведем, посчитаем экономику заказа. Сейчас 12:33, из дома я выехал в 10:30 примерно, так что 2 часа, грубо говоря, ушло на то, чтобы съездить, погрузить, выгрузить, немножко поболтать и доехать до дома. Пробег составил 22,8 мили. С моим расходом я потратил на это 1,8 галлона. Так, заправляюсь я в среднем по 4,8 доллара. Получается 1,8 галлона на 4,8 бакса, 8 долларов 65 центов. За заказ мне дали 55 долларов с чаевыми. Так что получается, грубо говоря, примерно 45 заработали. Если смотреть на это с точки зрения только экономики, то получается так себе, потому что и обслуживание машины и тому подобное, и заказы, ну, грубо говоря, во-первых, не каждый день, во-вторых, не по несколько заказов в день. То есть нет такого, что я с утра куда-то поехал, у меня там заказ за заказом. Такого нет. Что успокаивает и что мотивирует? Мотивирует то, что, во-первых, помогаю людям. Ну, то есть вот мигрантам нужен был диван в новое жилье. Диван, видимо, взяли бесплатно на маркетплейсе. Перевезли, ну, получается, у вас диван за 55 долларов. Очень классный, очень большой, ну, типа кожаный диван. Классно. Я считаю, что в любом случае классно. Плюс помог, все довольны. Во-вторых, знакомство. Новое знакомство, круг общения, потому что здесь новая страна, ты никого, по сути, не знаешь. Тебе надо со всеми людьми знакомиться заново, делать какой-то новый круг общения. Вот знакомство. Так что примерно такая математика, друзья. Спасибо, что смотрели это простенькое плюшевое видео. И всем пока! Привет, друзья, от Калюни из марта. Столько всего происходит, что практически некогда монтировать.
Снято много, снято в принципе обо всем, что происходит, и в частности шок-контент есть, как Полине удаляли аппендицит внезапно и внепланово здесь. Так что контента грядет много. Спасибо вам за то, что смотрите, подписывайтесь, следите за новостями. Ох, друзья, будет много всего интересного. С вами Калюня. Вы знаете, как меня можно поддержать. Ссылки на Бусти в описании под этим видео. Можно закинуть копеечный донат в рублях. Это поможет мне, казалось бы, как здесь помогут рубли, но осталось за что рублями платить в России. И даже 100-рублевая поддержка — это очень круто. Спасибо вам и чао!